И вот когда вот в 1944 году переселяли чеченцев, у них остались земли, у них остались хорошие дома там, на той стороне. Скот, вся живность, все оставалось готовое. Тогда наши чиновники начали приезжать и говорить нагайцам: можете переселяться туда, обжитые, хорошие дома, все, можете работать там и жить. Но тогда наши мудрые старики сказали: на чужом несчастье счастье не построишь. И ни один нагаец не пошел туда жить. Ведь когда после 13 лет чеченцы приехали домой, им очень, эти люди, которые переселились туда, с Дагестана, из других республик, им очень трудно было отдавать эти дома, потому что они уже привыкли, что это их дома. Чеченцы сами покупали у них свои дома, некоторые. Некоторые просто отдавали, потому что это же ихние. Вот этого наш народ избежал по совету своих старейшин, наших мудрых стариков. В 1957 году начали возвращаться наши чеченцы с холодной Сибири, с Казахстана. Их реабилитовали. И вот первыми жителями, которые возвратились в наше село, это был Сулейманов Хамзат. Вот я брала у него интервью. С ним я говорила очень. Его нету сейчас, конечно. Но он рассказывал, как его тепло приняли здесь, нагайцы. Он подружился с очень многими нашими нагайцами. Вот Шамаев Абдулла, он как брата считал. Он мне сам говорил, он мне как брат был. Вот даже сейчас уже второе, третье поколение этих сыновей, вот Шамаевых и Сулеймановых, они общаются. Вот видите, передалось вот эта дружба ихняя. И он говорил, что ему выделила колхоз Максим Горький тогда, выделил машину, чтобы он мог перевести свою семью. Суду дали на постройку жилья. Вот так тепло его приняли в свой колхоз наши нагайцы, наши люди, жители села. Здесь председатель был нагаец. Первый день мой брат приехал, с ним подружился. Дауту. Он поехал, районный центр был Каргалинский. Он сам поехал, брата повел там, ходатайствовал, чтобы приняли. Что здесь чабанов у них не хватает, атари стоят, чабанов нет. Ходатайствовал первому секретарю, и он нас принял сюда. Приехали, хорошо нас встретили, как будто родственники нагайцы. Дружно расположили у себя дома там. Даже питание нам обеспечили. Они в основном чабанами работали. Половину мяса, половину нам, половину себе делили ровно. Каждую неделю. И с питанием со всеми исключительно дружно.